системе очистительная машина работает на полную мощность. В Гупине Серовская шумно. Сотрудники Россельхозцентра здесь частые гости. Их задача – отобрать пробы, чтобы определить сортовую частоту посева. Галине Зарудневой в этом помогает специальный прибор. Его словно шприц водят на разных участках и собирают образцы. Вот так вот в виде отобрала, насыпалась и закрыла и высыпала. Вот, больше чего я скажу, больше чего. Да, по всем. А сейчас вот у нас по буртам будут. Это бурт маленький там. А вот этот больше, надо по всему буртам пройти, по бурту пройти надо будет. Ну, сейчас это высыпем, сейчас туда пойдем. И сколько собрать нужно всего? Ну, 3 килограмма берем мы. Затем уже в лаборатории семенное зерно проходит тщательную проверку. Первым делом взвешивается и делится по граммам в 2 емкостях. Так аграрии смогут определить жизнеспособность и удельный вес. Этим специалистам не проблема найти даже иголку в стоге сена. Сорняки ищут тщательно. Если их количество не будет преобладающим, то партия считается годной. Сейчас мы перебираем навеску на определение примеси сорняков, битых. Вот это вот полова есть, полова не нужно, сорняки, ну как, отход считается. А это вот чистое зерно мы ссыпаем. Видите, присутствие сорной растительности и присутствие других либо культурных растений отсутствует. Это хорошо, да? Это очень хорошо. Вот. Это подтверждает, что партия как бы кондиционная будет. Вот этот мы ссыпаем вот сюда. Это как у нас просев через сито проходит. А битый мы ссыпаем отдельно. Каждый процесс уникальный и требует времени. Овес, ячмень, кукуруза, рапсы и даже горчица. За день в этой лаборатории могут проверить более 10 килограммов зерна. Пожалуй, самая скрупулезная работа – определение жизнеспособности семян. Вот мы определяем. Вот смотрите, вот зародыш у нас розовенький, видите? Это окрашенный зародыш, они жизнеспособные семена вот эти. Вот этот вот немножко, вот видите, вот чуть-чуть тут есть, оно не окрасилось. Мы его откидываем и так на основании вот каждой мы вот половинку считаем. Если где-то 96, ну не меньше 92%, семена хорошие, мы даем рекомендацию, что можно высевать. А далее семена проверяются на влажность, белок и клейковину. В этом помогает инфраскан и мельница. Для начала нам надо ее перемалывать. Берем эту мельничку. Ставим вот это зерно. Так, теперь аккуратно вставляем. Вот. В итоге мы получили результат этого анализа. Нам показали влажность 14,4, белок 12,2 и клейковину 13,2. Это хорошо? Это неплохой результат. Помимо выездных проверок, за помощью в Россельхозцентр обращаются различные КФХ. Хамзат Кациев доверяет только этой лаборатории. За 2 года фермерской деятельности его еще не подводили. Вот на данный момент я привез семена со Ставропольского края и местные семена. Я хочу понять, есть ли разница, и в будущем есть ли мне смысл ездить в Ставрополь или в Краснодар, чтобы покупать там семена, или все-таки я могу пользоваться семенами от местных производителей. В этом году удалось собрать около 34 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность республики 14,5 центнеров с гектара. И это не очень хороший показатель. Всему виной засушливая осень, бесснежная зима и проливные дожди. И как после этого аграриям поверить, что у природы нет плохой погоды? Такая же ситуация у нас и по семеноводству. По семеноводству у нас потребность семян озимых культур у нас около 7 тысяч гектар, 7 тысяч тонн семян, из них около 1000 тонн у нас есть в наличии в республике. Из 1000 тонн семян у нас где-то 200 тонн семян у нас кондиционные, мы и в дальнейшем будем их доводить до кондиции, проверять и проводить вот нашу работу.
Россельхозцентр создан 12 лет назад. Это своего рода станция защиты растений, занимающаяся определением посевных и сортовых качеств семян. Центр рассчитан для исследования культур не только нашего региона, но и в помощь сельхозпроизводителям соседних республик. Также в Россельхозцентре Ингушетии еще одна лаборатория, аналогов которой в СКФО можно найти только в Ставропольском крае. 4 года назад здесь стало возможно проводить диагностику заболеваний картофеля на ранней стадии. Тут все как в больнице. Сразу у входа целая история болезни картофеля и кукурузы, фитофтороз, поражение совкой и даже парша. Даже диагнозы, как в медицине. Кстати, для человека они не опасны, но к употреблению нежелательны. С помощью современного оборудования можно выявить заболевания картофеля на ранней стадии. Более того, в этом году специалисты в рамках госзадания проверили кукурузу на ГМО. Все семена, которые завозились в республику, мы проводили генно-модифицированные или нет, так как в России не допускается генно-модифицированной продукции. Вот. Ну что, я могу обрадовать наших жителей нашей республики, то, что у нас в республике нет генно-модифицированной кукурузы. И это радует. И в дальнейшем мы будем проводить работу с сельхозтоваропроизводителями. Все семена, которые будут завозиться в республику, будут проверяться на генно-модифицированные или нет. Хоть уборка озимых позади, расслабляться аграриям рано. Нужно скорее подготовиться к осеннему посеву. Он должен начаться 15 сентября. До этого специалисты проведут полную апробацию. Определят посевные и сортовые качества семян и реанимируют картошку. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров. Новости 24.